Наша улица существует с 40-х годов еще. Улица очень длинная, 110-115 примерно домов. Нет дорог, хотя, наверное, по документам я ходила и узнавала, что там есть асфальт у нас все, но нет у нас ни асфальтов, у нас насыпь, грейдер ездит редко, и подъезд к нашей улице вообще нету. Вот эти подъезды с Горной улицы на Молодежную нету подъезда даже, потому что там даже не грейдируют эти улицы, эти места. Подобных проблем у жителей накопилось немало, поэтому в 5-ю школу на отчетно-выборное собрание пришли многие, кто проживает в поселках Южный и Горный. Сначала перед присутствующими о проделанной за 10 месяцев работе отчитался депутат Совета городского округа Виктор Тюрин. В своем выступлении он затронул темы инвестиций и строительства, демографии, ремонта дорог и состояния рынка труда. На сегодняшний день уровень официальной безработицы по Сибаю составил 1,5%. За 10 месяцев построен 19 тысяч квадратных метров жилья. Галимьян Янбаев является председателем территориального общественного самоуправления поселков Южный и Горный. Он, как никто другой, не понаслышке знает о проблемах жителей этих мест, но все равно они рано или поздно решаются. Примером тому являются улица Блюхера и Горная. Им около 70 лет, и почва там каменистая, но, несмотря на все трудности, жителям данных улиц в этом году наконец-то провели воду. Улица Блюхера тяжело было копать, и Горной тоже так же, каменистой было. Но несмотря на это, все равно сделали. Вот. И сейчас на Горной почти полностью, можно сказать, воды дали. Ну, кроме Молодежной и Горной метров 300 вообще остался. Остальные все полностью вода есть. Но в Горном еще у нас проблема насчет освещения улицы. Тоже также Молодежной и Шаймуратова. Вот эта улица, освещение надо сделать. Если в поселке Горный воду провели частично, то в поселке Южный-1 в этом году все мероприятия по водоснабжению были решены. Следующей весной также планируют закончить работу в поселке Южный-2. Одним из больных и острых вопросов для жителей двух поселков оказалось освещение улиц в темное время суток. Строительство уличного освещения идет на условиях софинансирования. Софинансирование, то есть это 50% выделяет, допустим, республиканский бюджет, 50% выделяет местный бюджет. Несмотря на то, что в поселке поменяли опорные столбы освещения, от этого светлее в темное время суток не стало. Жители вынуждены провожать детей до школы, тем самым опаздывая на работу, ведь на пути в темноте могут встретиться стаи бродячих собак. На вопрос жителей, касающийся освещения микрорайона, более подробно ответил заместитель директора управления ЖКХ Владимир Уткин. Эти опоры, которые стояли с фонарями, они являются собственностью Башкирэнерго. У них есть определенный свой план, который, чтобы по техническим условиям соответствовали все эти опоры, определенный срок проходит, значит, требуется замена. Сейчас замену этого не произвели, но в связи с тем, что 5-го провода не хватает, Инфофаз лучше рассказал, эта проблема именно затянулась буквально недели 2 или 3. Также жители подняли вопрос, касающийся расписания движения автобусов, так как многие дети поселка ездят заниматься в дополнительные образовательные учреждения города и вынуждены часами мерзнуть на остановках. У нас сейчас прямая линия, то есть если действительно автобус не вышел на рейс, или там, по времени он вовремя не вышел, не подошел, вы звоните 01. 01 – это не пожарная служба, там служба ЕДДС, единая диспетчерская служба. То есть эта информация поступает сразу к нам, то есть непосредственно ко мне. И все, которые замечания есть, мы все это передаем руководству нашего АТП, и то есть все эти меры сразу принимаются. Проблемой для жителей Горного также остается вопрос аптек и терминалов. На сегодняшний день в поселке нет и медицинского пункта. Власти объясняют это тем, что коммерческие аптеки считают невыгодным открывать в данном месте медпункт, но они обещали в кратчайшие сроки попытаться решить эту проблему. По словам жителей, индивидуальный предприниматель Елена Симакова готова выделить место для размещения аптеки возле своего магазина. В общем, работать есть над чем. Диалог между народом и властью состоялся. Представители администрации заверили жителей, что они делают все возможное для улучшения качества жизни населения, а также пообещали по мере возможности решить все накопившиеся вопросы, а жителям поселка остается лишь надеяться и ждать их скорейшего и положительного решения. Елена Афанасьева, Альфия Анчурин, Дамир Хайбуль, Карпов, телекомпания СТВ.